В эти минуты в Татарском оперном театре открытие 34-го международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина. 11 спектаклей, более 50 исполнителей из ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга, Украины, Белоруссии, Германии, Италии и США. Сегодня на сцене опера Верди «Трубадур». В театре находится Полина Кострицкая. Она готова поделиться своими впечатлениями. Добрый вечер. Здесь, в Татарском театре оперы и балета, сегодня царит праздничная атмосфера, потому что многие действительно ждут Шаляпинский фестиваль как большого оперного праздника. Можно и не говорить, что в зале сегодня аншлаг, потому что билеты, как и всегда, были раскуплены в первые дни продаж еще в декабре. 34-й Шаляпинский фестиваль открывается оперой Верди «Трубадур». Именно этой оперы в постановке режиссера из США Ефима Мазеля открылся и этот театральный сезон. Ефим Мазель впервые работает с Татарским театром оперы и балета. И что интересно, перед Шаляпинским фестивалем он снова специально приехал в Казань для репетиции с артистами, что бывает очень редко, когда спектакль уже готов. Что касается состава исполнителей, он изменился не полностью. Так, солистов из Германии Эвеза Абдулу и Георгий Аняни казанцы уже услышали в сентябре. Но вот Мария Пахарь, солистка Московского театра Станиславского и Немировича Данченко, впервые выступает на сцене Татарского оперного театра. Несмотря на то, что она выпускница Казанской консерватории, окончила сразу 2 факультета – фортепианный и вокальный. Критики говорят о ней так: она может все. Сама Мария перед началом спектакля поделилась с нами тем, с каким настроением выходит на любую сцену. Удивительное ощущение предвкушения праздника. Вот, что вот сейчас какое-то волшебство состоится, какое-то чудо, будем надеяться. Тем более, что музыка Верди, она просто не может не вызывать вот этот трепет какой-то полусвященный. Шаляпинский фестиваль будет идти больше 2 недель, до 20 февраля. В программе 11 спектаклей, сольный концерт Альбины Шагимуратовой и 2 гала-концерта. Главной интригой и темой для обсуждения и зрителей, и критиков, как всегда, остается состав исполнителей. Это самый масштабный оперный фестиваль на постсоветском пространстве. И это единственный фестиваль, может быть, в мире, который культивирует искусство певца. И он и носит имя великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина. Что касается спектаклей, здесь тоже будут новинки. Например, уже завтра на сцене Татарского оперного состоится своего рода премьера. Концертное исполнение оперы Чайковского «Пиковая дама». Главные партии исполнят солисты из Москвы и Санкт-Петербурга. В будущем в театре планируют поставить уже полноценный спектакль. Фестиваль только начинается, все интересное впереди. Будем следить за фестивалем. Коллеги.